Здравствуйте. В субботу вечером вас приветствует информационная служба ТНВ. Мы работаем в прямом эфире в студии Милевша Кашапова, и мы готовы рассказать о главных событиях на сегодня. Масштабные юбилеи! Самый лучший праздник – это День нефтяников. Ура! Как в Альметьевске отпраздновали День нефтяника, увидел Дмитрий Аренин. Все, что выросло в своем огороде. Для нас огород – это святое. Здесь вот вся продукция с нашего огорода. В Татарстане сегодня отмечают День садовода. Подробнее в репортаже Вероники Гайнутдиновой. В Татарстане открылся осенний сезон охоты. С начала этого года уже выявлено более 350 правонарушений. На рейд отправилась и Сирина Васильева. Из Татарстана Ким Чен Ыну. Это гордость просто. У меня что может? Меня переполняют эмоции от этого. Где в Татарстане разводят легендарную орловскую породу рысаков и в каких странах ее покупают, расскажет Рамиль Шайдуллин. Масштабные торжества в честь Дня нефтяника сегодня развернулись в Альметьевске. Поздравить работников отрасли приехали Рустам Минниханов и Фарид Мухаммедшин. В этом году сразу 3 юбилея. 80 лет с начала разработки нефтяных месторождений республики, 75 с открытия Ромашкинского месторождения и 70 лет Альметьевскому. Сейчас нефтянка – один из столпов экономики Татарстана, дающий около трети валового продукта. Благодаря успешной работе нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий развивается и социальная сфера республики. С праздника в нефтяной столице Татарстана Дмитрий Аренин. Главной площадкой Дня нефтяника стала площадь Ленина. Здесь соорудили огромные декорации размером с 5-этажный дом. Развернулось театрализованное представление об истории отрасли. Сотрудники Татнефти и других компаний устроили парад трудовых коллективов. По площади проехала современная техника. На больших платформах с декорациями артисты красочно показали работу нефтяников. Гостей праздника с Днем нефтяника поздравил Рустам Минниханов. Как отметил раис республики, нефтяная отрасль заложила надежный фундамент социально-экономического развития Татарстана. Уважаемые работники предприятий нефтяной и газовой промышленности, дорогие ветераны отрасли, жители Альметьевска, поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности и с Днем города. Нефтяная и газовая промышленность всегда были и будут ключевыми отраслями отечественной экономики, гарантами экономической и энергетической безопасности нашей страны. Сегодня Татарстан – один из основных нефтедобывающих центров нашей страны. За 80 лет с начала разработки нефтяных месторождений Татарстана добыто 3,5 миллиарда тонн нефти. Активная нефтедобыча продолжается. В последние годы из недр извлекалось более 30 миллионов тонн черного золота в год. Развивается в республике переработка нефти. Сейчас в более ценные продукты превращают 2/3 добытых объемов. Татарстан стал родиной гремевших на всю страну производственных рекордов. А легендарная ромашка до сих пор является полигоном для отработки наших современных технологий. Ее запасов, поверьте, хватит еще на долгие-долгие годы. Компания «Татнефть» играет важную роль в развитии города и района, обеспечивая высокий уровень жизни для населения и внося положительные изменения во всех сферах жизни. Лучшим сотрудникам отрасли раис республики вручил государственные награды. Праздничное представление шло более 2 часов и завершилось фейерверком. Нефтяник, тяжелый труд, да, о своей работе могу сказать. Очень приятно было находиться здесь, получить награду. Отрасль развивается очень хорошо, энергично, я бы сказал. Каждый год что-то новое у нас. Самый лучший праздник – это День нефтяников. Ура! Поздравляем вас с праздником! Сегодня состоялся и конкурс профессионального мастерства Татнефти. Участников поприветствовал Рустам Минниханов. Наша задача нацелена на подготовку новых молодых специалистов. Я желаю вам
успешных соревнований о компании «Процветание». Соревнования развернулись на 24 конкурсных площадках. В различных дисциплинах победителями стали 38 специалистов. Сегодня праздничные мероприятия в Альметьевске будут идти до позднего вечера. Кульминация – большой концерт с участием группы «Любэ», Полины Гагариной и других звезд российской и татарской эстрады. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Альметьевск. По пути на торжества Рустам Минниханов осмотрел ход строительства новой скоростной трассы Алексеевская-Альметьевская. Это часть проекта «Шали-Бавлы» и один из этапов коридора Европа-Западный Китай. Раис республики проехал по готовому участку дороги и поговорил со строителями. Он отметил, с каждым годом автомобильный поток в этом направлении только растет. Протяженность новой дороги составит 145 километров. Она соединит основные федеральные трассы М7 и М5 и имеет большое значение для экономики республики и всего ПФО. К примеру, от Казани до Альметьевска можно будет доехать всего за 2 часа. До конца года рабочие проложат первые 100 километров скоростной дороги. Открытие запланировано на 2024. 43 километра мы проехали. Там этого нет. Осталось нам проехать 102 километра. Третий этап Баштана, вот это второй. 89 это или только до третьего этапа? Да? Вот граница второго, третьего. Вот граница, свет меняется. Нефтяники год от года помогают преображаться городам Юго-Востока республики, вкладывают колоссальные суммы в развитие социальной инфраструктуры, строительство и обновление объектов. Так, сегодня Рустам Минниханов посетил 2 школы Альметьевска, которые были капитально отремонтированы на средства Татнефти и инженерный лицей. На его базе открылась 2-я в республике школа креативных индустрий. Школа креативных индустрий открылась на базе инженерного лицея Альметьевска. Ее создали в рамках проекта «Придумано в России». Здесь детей с 9 до 17 лет будут обучать интерактивным цифровым технологиям, анимации, дизайну, фото- и видеопроизводству и электронной музыке. На татарском языке Рустам Минниханов приветствует учеников гимназии имени Резы Фахриддина. Она открылась после капитального ремонта. Фасад здания украшен цитатами просветителя. В школе работает и музей Резы Фахриддина. Гостям показали книги и особо ценные экспонаты. В лабораториях мы выращиваем, точнее клонируем триплоидную осину. Еще одна гордость школы – единственная в Альметьевске биолаборатория и теплица. Ее открыли в 2020 году по инициативе Татнефти. В теплице и прилегающем огороде ребята выращивают микрозелень, деревья и кустарники и даже получают зарплату за уход за растениями. В лаборатории я клонировала как осину, так и ежевику, землянику, березу, горячавку и другие растения. Я понимаю то, что это какой-то экологический след позитивный оставляет. То есть я помогаю как-то природе. В этих стенах гимназия с 1996 года. До этого работала в здании интерната. В этом году школу капитально отремонтировали по федеральной программе. В ремонт вложено больше 500 миллионов рублей. 135 миллионов из федерального бюджета, 54 из республиканского, 320 миллионов вложили нефтяники. Результатом стало полное обновление кровли, кабинетов, всей мебели, столовой и актового зала. Но главное осталось неизменным. То, что мы смогли сохранить, это национальные элементы узора, что нам так важно. Пол, на котором ходили уже много лет, по которым каждый год 1000 учеников проходят свой путь, тернистый путь к знаниям. Когда они будут учиться в комфортных классах, думаю, что и успеваемость и качество повысится. Гимназия действительно, вот она заслужила этот ремонт. 30% победителей и призеров всех олимпиад всероссийского уровня, муниципального и республиканского уровня 30% это дети именно татарской гимназии. Монтажные, здесь монтируем. Также Рустам Минниханов и Фарид Мухаммедшин посетили открытый после капитального ремонта 1-й лицей имени Мирзы Тагирова, старейшее учебное заведение Альметьевска, которое основано еще в 1918 году, как первая светская татарская школа, стало самым современным. Bu maktabda ko'pgina shaxslar o'qigan da ham bugun bu maktabga o'zgardi. Respublikaning eng motor maktablari bo'ldi. Игіліклі bo'lsin. Рустам Минниханов поздравил коллектив и вручил лицею подарочный сертификат на оборудование и символический ключ от здания. Лицей отремонтировали на средства нефтяников, полностью перестроили главный корпус, возвели дополнительный и благоустроили территорию. Будем всячески поддерживать школу. Во что стоит вкладываться на самом деле, это в образование, в детей,
и это в создании нашего будущего. Сейчас, заходишь и думаешь, а точно в своей школе находишься? Ты точно здесь училась 7 лет? Сейчас уже усовершенствовали нашу школу. Тут вообще как университет, даже круче университета. Благодаря реконструкции в школу приняли еще 200 учеников. В этом году здесь будут учиться более 900 ребят. В лицее углубленно изучают естественные науки с уклоном в нефтехимию. Аделя Закирова, Ир Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Рекордное количество гостей посетили мероприятие в честь Дня Республики. На торжествах во всех районах Татарстана побывали 500 000 человек. Об этом сообщил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. По словам Раисы Республики, только в Казани в празднике участвовали больше 300 000 человек. Он подчеркнул, такой вовлеченности татарстанцев удалось достичь благодаря интересным событиям. Основная программа традиционно прошла в столице. Это национальные фестивали, конные скачки, оркестр под открытым небом и красочный салют. Тысячи гостей собрал концерт у чаши. Наш главный государственный праздник, День Республики. Праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах на очень высоком уровне. Всего во всех мероприятиях 500 000, что ли, у нас 500 000 человек приняли участие. Такого массового участия в мероприятии впервые. Важное событие сегодня в воздушной отрасли Татарстана. В международном аэропорту Бегишева открыли новый терминал. Это трехэтажное здание площадью почти 9000 квадратных метров. В торжественном открытии принял участие Раис Республики Рустам Минниханов. Строительство началось 4 года назад. Объект позволит почти вдвое увеличить пассажиропоток аэропорта и откроет новые возможности для промышленников Татарстана. Какой стала главная воздушная гавань Закамья и кто стал первым пассажиром нового терминала, расскажет Алена Струминская. Сердце нового терминала аэропорта Бегишева. Вместительный зал ожидания с панорамными окнами. Одновременно здесь могут находиться до 300 пассажиров. Для сравнения, в старом здании помещалось практически в 2 раза меньше людей. Такие глобальные изменения позволят аэропорту расширить маршрутную сеть. Причем как по внутренним направлениям, так и по международным. Общая площадь терминала «Б» почти 9000 квадратных метров. Он сможет обслуживать 400 пассажиров в час. Для них здесь все условия. Комната матери и ребенка, 4 кафе, молельные, лифты, эскалаторы и расширенная парковка. Изменение главной воздушной гавани Закамья прилетел оценить Рустам Минниханов. Раис Республики отметил ценно, что в такое непростое время в Бегишево появился новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Здесь же ему вручили посадочный талон. Рустам Минниханов стал первым пассажиром нового терминала. Первому не в шутку, а серьезно пассажиру. Это прекрасный аэропорт, он 100% будет востребован. В этой зоне живет там свыше 1 миллиона человек. Аэропорт Бегишева, он сегодня на уровне многих, даже выше многих региональных аэропортов. Гражданская авиация всегда играла значимую роль в жизни нашей страны, учитывая ее колоссальные размеры. И всегда было так. Растет регион, развивается аэропортовая инфраструктура. То, что аэропорту нужен новый терминал, стало ясно еще пару лет назад. Старое здание не отвечало современным требованиям и не справлялось в полной мере с пассажиропотоком. В 2019 году начались первые работы по строительству. Их дважды приостанавливали из-за финансовых трудностей. Всего вложили более 1 миллиарда рублей. Главным инвестором выступил КАМАЗ. Поскольку значительная часть бизнеса Республики Татарстан находится в Закамской зоне, самые крупные предприятия здесь. И, конечно же, нам, промышленникам, очень важно, с какой скоростью мы можем перемещаться и насколько мы являемся доступным местом. Новый терминал открывает возможности и для развития туризма. Сейчас из Бегишева летают в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды и другие города. Аэропорт Бегишева обслуживал порядка 500 тысяч человек в год. Мы имеем амбициозные планы. Мы хотели достигнуть 1 миллиона к 2025 году, но, к сожалению, пандемия, санкции повлияли на наших авиаперевозчиков. Мы от них сильно зависим. Но, тем не менее, наши планы остаются. 1 миллион – наша цель. Первые пассажиры прилетят сюда уже завтра. Количество направлений и рейсов планируют увеличивать. Алена Струминская, Александр Лихачев, ТНВ, Тукаевский район.
Уборочная кампания в Татарстане практически завершена. Работы выполнены на 97% площади. Это почти 1,5 миллиона гектаров. Такие данные привел Минсельхоз Республики. По словам Марата Зябаровна, намолочено свыше 3,5 миллионов тонн зерна, урожайность 26 центнеров с гектара. В Лениногорском, Бугульминском, Альметьевском, Азнакаевском и Елабужском районах остается обмолотить еще порядка 10% площадей. Продолжается обмолот масличных культур. В ряде муниципалитетов приступили к уборке свеклы. 15 районов завершили обмолот зерновых, но еще есть районы, у которых не обмолочено порядка 10% площадей. На корню остается 46 тысяч гектаров, в том числе яровая пшеница 23 тысячи, гречиха 18 тысяч. Сегодня в Татарстане отмечается День садовода. Своего рода профессиональный праздник тех, кто помимо своей основной профессии находит время и желание заниматься огородом. С 2019 года эта дата имеет статус официального республиканского праздника и отмечает его перед завершением дачного сезона. Вот и сегодня на республиканский праздник в Агропромпарк Казани со своим богатым урожаем приехали садоводы практически со всех районов Татарстана. Вероника Гайнуддинова расскажет, чем удивляли сегодня дачники. Начиналось, как у всех, с маленького кустика, купольного, где попало, как говорят сейчас, у дороги, у обочины. Ну вот, в принципе, переросло большое такое увлечение. Ленар Ахметов из садовода-любителя вырос в настоящего профессионала. Вот уже 10 лет с апреля по октябрь все время проводит на даче. На своем участке в Высокогорском районе выращивает больше 70 сортов винограда. На любой вкус и цвет у нас есть, как говорится, ягода, пожалуйста. И никто не разочарует. И мускат, и технический для вина, для сока, все что угодно. То есть на изюм. Урожай собран, заготовки сделаны. Самое время хвастаться выращенным. На прилавках сегодня все, что выросло на грядках. Мы живем на селе. Для нас огород – это святое. Здесь вот вся продукция с нашего огорода. У каждого района своя площадка. Они все такие яркие, красочные. Это, например, Зеленодольский район. Здесь свою продукцию и представляют садоводы. И вот какой урожай у них выдался в этом году. Удивляют не только урожаем. Тут же в печи готовят блины, на соседней площадке варят компот из ягод и фруктов со своего огорода. Угощают клубникой, медом, соленьями. Тукаевский район привез даже кур и кроликов. В рамках того, что нам законодатель садоводам разрешил официально держать на своих садовых участках, разводить кур и кроликов, также мы в своей экспозиции это показываем. Соответственно, овощепереработка, гончарное дело. Плетение ковриков – это все наши уважаемые садоводы делают сами. Он уже проходит 5-й раз, то есть круглая дата. И это как бы юбилей небольшой. Поэтому мы все очень рады, что такие праздники у нас есть. В Татарстане сегодня почти 1000 СНТ. Это больше миллиона огородников. Этот год был очень сложный, потому что весной были сильные заморозки. Мы очень поздно все посадили, потом началась засуха. Но в садах с помощью сейчас программ у нас практически решен водяной вопрос. И полив у всех обеспечен 100%. С 2018 года из республиканского бюджета на поддержку СНТ выделено больше 4 миллиардов рублей. На эти деньги прокладывают подъездные дороги, подводят воду, строят площадки для мусора и подключают электричество. В текущем году было выделено 550 миллионов рублей на ремонт объектов инженерной инфраструктуры. Это дороги, это электросетевое хозяйство, объекты водоснабжения. Праздник в Агропромпарке продолжался весь день. Казанцы смогли приобрести продукцию садоводов, а уже в следующие выходные стартуют традиционные сельхозярмарки. Вероника Гайнуддинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. С начала года в Татарстане введено 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Это 88% от плана. По данным Минстроя, самый высокий процент готовности по сдаче индивидуальных домов – 96%. По программе соципотеки готовы 33 объекта, строятся еще 37 домов.
В Татарстане началось досрочное голосование по выборам депутатов законодательных собраний новых регионов России. Экстерриториальные избирательные участки открылись накануне. Они организованы для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, проживающих в Татарстане. В республике 4 участка в Казани. Это культурный центр Сайдаш и ДК Ленина. В Набережных Челнах Дом дружбы народов «Родник», в Альметьевске драмтеатр. Отдать свой голос за кандидатов переселенцы могут до 4 сентября. Единый день голосования в новых российских регионах пройдет 10 сентября. Цветёжской школе номер 2 присвоено имя Героя России Андрея Соколовского. Он выпускник этой школы. Гвардии сержант выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения в Таджикистане и Сирии. Принимал участие в специальной военной операции. Героически погиб в мае в Донецкой Народной Республике. Посмертно ему присвоено звание Героя страны. В этот праздничный день происходят очень важные события. Для каждого из нас присвоение в школе имени Героя Российской Федерации Андрея Андреевича Соколовского, который ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость нашей Родины в борьбе с нацизмом. Мы гордимся нашим земляком, выпускником данной школы. Школа с гордостью будет носить его имя. В Татарстане открылся осенний сезон охоты. С этого дня она разрешена на водоплавающую, боровую, степную, полевую, пернатую дичь. Сейчас охотничий билет на руках у 65 тысяч татарстанцев. Сегодня у любителей пострелять проверили документы росгвардейцы и сотрудники комитета по биоресурсам о правилах охоты и о штрафах для тех, кто их не соблюдает. Сирина Васильева. День добрый. Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы. С раннего утра инспекторы проверяют у охотников документы. Обязательно наличие лицензии на добычу, разрешение на оружие и охотничий билет. Игорь Тагулев, охотник с 30-летним стажем, говорит, настоящих профессионалов проверки не пугают. Рейдов мы не боимся, потому что все нормально, все законно. Рейды такие нужны, чтобы все соблюдали правила. Проблем с документами не возникло и у Вячеслава Ватомова. За уткой в угоде Лаишевского района он приезжает уже 12-й год. Ежегодно с нетерпением ждем открытия охоты. Готовимся серьезно к этому, подходим. Особенно к чистке оружия и покупке лицензии. С этого дня в республике разрешена охота на 27 видов водоплавающей, боровой, степной и полевой пернатой дичи. Под запретом краснокнижные улит большой, кроншнеп большой, клинтух и пискулька. Охота на редких птиц квалифицируется как преступление средней степени тяжести. Наказание до 3 лет лишения свободы. Изменений в этом году нету. У нас во время охоты нельзя стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров. Нельзя стрелять по неясным целям, на шорох стрелять. Нельзя производить выстрел ближе 200 метров от жилья и на птиц, сидящих на проводах. Если охота идет без документов или не на ту дичь, грозят штрафы и изъятие оружия. С начала года выявлено 350 таких нарушителей. Их оштрафовали более чем на 200 тысяч рублей. За правонарушениями ежедневно следят оперативные группы сотрудников Росгвардии, ОМОНа и Госкомитета по биоресурсам. Во время рейда выявляются нарушения по хранению оружия, транспортировке оружия и нарушение правил охоты. Грубым нарушениями является нахождение с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в Татарстане охотничий билет на руках у 65 тысяч человек. В этом сезоне охотиться на водоплавающую и полевую дичь можно до 5 декабря. На боровую на месяц дольше, до 5 января. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Конезаводчик из Новошишминского района Николай Скоков, или как его называют, граф Скоков, такой негласный титул получил, потому что вот уже 15 лет разводит старейшую орловскую породу рысаков, ту, которую почти 250 лет назад вывел граф Орлов. Интересная деталь: скакуны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и его кавалерия рождены в Татарстане. Рамиль Шайдуллин познакомился с орловскими красавцами. Этого пепельного красавца зовут Политик, и он главный папа на этом конезаводе. У 17-летнего жеребца одна из сильнейших родословных в России, поэтому он и здесь, на татарском конном заводе, где уже 15 лет орловских рысаков разводят профессионально. Кто-то из них станет в будущем дербистом, чемпионом. Кто-то у них уедет в другие регионы нашей страны, кто-то уедет, может быть, за рубеж купит. В
прошлом году эти кадры облетели всю планету. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын верхом на белоснежном коне поднимается на священную для корейцев гору Пэктусан. За ним его близкое окружение на таких же сильных и грациозных лошадях. И только посвященные знают, что все они родились в России, на татарском конном заводе. Представители Северной Кореи уже много лет приобретают их для главного кавалерийского полка. В прошлом году одного из них, 4-летнего жеребца по кличке Пепельный, Николай Скоков преподнес в дар через послов Ким Чен Ыну. За что татарстанского коневода пригласили на торжественный прием в посольство в Москве и теперь называют другом их страны. Для меня это гордость, во-первых. То, что мы вышли на такой уровень, то, что здесь, в Татарстане, мы в своем хозяйстве в Новошишминском районе выращиваем лошадей такого уровня, которые пользуются спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубеж. Когда к тебе приезжают с посольства Северной Кореи и с тобой на равных разговаривают и просят, чтобы ты туда поставил лошадей, это обязывает многому, о чем-то говорит же. Все началось около 20 лет назад, когда Николай Скоков и его брат решили возродить некогда сильнейший татарский конный завод. Через 3 года породе «Орловский рысак» исполнится 250 лет, и сейчас мы можем любоваться этими красавцами благодаря татарстанскому графу Скокову. Около 200 голов лошадей, то есть тут кобылы с жеребятами. Молодняк 1,5-летнего возраста, жеребцы, производители. Именно этих серебристых лошадей можно видеть на традиционных картинах с русскими тройками. На такой маршал Жуков принимал парад Победы в 45-м. На них воеводы и первые лица Российской империи отправлялись в дальние походы. Уникальность этой породы в том, что они рождаются всегда темными, немножко неказистые. С возрастом просто преображаются эти лошади и превращаются в лебедей. Выносливая и одновременно изящная лошадь с лебединой шеей была выведена самим графом Орловым из арабской породы, а уже в наше время Николай Скоков хочет вывести татарский тип орловского рысака. У нас уже появляются сейчас жеребята того формата, который нам нужен. Мы работаем плотно с институтом коневодства, который нам помогает в этом плане. И поэтому я думаю, что через 5-10 лет мы увидим. За таким успехом стоит ежедневный труд. Породистые рысаки должны обеспечиваться хорошим кормом и уходом. Круглый год жить в чистоте, а зимой и в тепле. Помогает республика. Скоковы – участники республиканской программы по развитию коневодства и конного спорта. Субсидии выделяет и Минсельхоз. Примерно 20 рысаков ежегодно содержатся на Казанском ипподроме, где платят за содержание каждой конематки. А вот с конца апреля и до конца октября эти породистые рысаки пасутся на лоне природы. Под ногами бескрайние поля, над головой чистое небо, рядом водоемы и река. Может, поэтому-то они и вырастают такими счастливыми, а еще сильными, красивыми и гармоничными. Ежегодно здесь появляется на свет до 50 жеребят. Почти все забронированы еще до рождения. Покупатели знают, здешние рысаки самые лучшие, потому что растут в лучших условиях. Просторы, горы – это все для благоприятствия, для того, чтобы выращивать очень хороший, качественный, здоровый молодняк. Татарстанский орловский рысак уже давно стал брендом республики. С 2013-го эти кони постоянные чемпионы России в забегах. Но ценят их и за эффектный внешний вид. Поэтому спрос из-за рубежа только растет. Так мечта и старания привели конный завод к признанию на мировом уровне. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Новошишминский район. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наэлем Дзахате. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! В студии Наэль Дзахате. В Татарстане в выходные тепло и солнечно. Характер погоды не изменится и в предстоящие сутки. Подробнее прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет переменная облачность. Ночью до 8, днем до 21 градуса тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге переменная облачность без осадков. Ночью около 9, днем 22 градуса тепла. По Агрызе, Менделеевске, Актаныше похожая картина. Ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно с прояснениями. Дождей не прогнозируют. В Арске, Кукмаре, Балтаси также облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха составит 7 градусов тепла, днем до плюс 23.
В Болгаре, Дрожжаном, Буинске малооблачно, осадков не ожидается. Ночью до плюс 10, днем около 23 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью около 8 градусов тепла, днем до 23 градусов со знаком плюс. В Казани в воскресенье тепло и облачно с прояснениями. Температура до 11 градусов тепла ночью и до 24 градусов днем. Ветер немного стихнет и сменит направление на западный. Давление выше нормы 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха около 50%. Магнитное поле спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Кеннерегес Уна Шлэблсон.